Понятно, что, как и любая проблема мирового масштаба, тем более в таком сложном регионе, как Ближний Восток, она не односложна, она многосоставная, она многофакторная. Невежество является одним из факторов уровня образования. Вы сами владеете цифрами. Был период, когда в одной библиотеке Багдада было больше книг, чем во всех странах Европы в средние века. Сегодня в одном Израиле издается книг в десятки раз больше, чем во всех мусульманских странах. Ситуация перевернулась с ног на голову. Невежество, оно присутствует, и это страшное невежество. Кто был в Египте, кто был в Йемене, кто был в Сирии, тот знает. Я боролся на дзюдоистском ковре с людьми, которые не получили школьного образования, сирийцами. Но поэтому они где-то работали, они служили, по-моему, один даже военный был, приходил бороться с нами. Люди не имеют элементарных, образовательных, каких-то даже, вот, я не знаю, представлений вообще о мире. В каком мире они живут? Что происходит за границами твоего мира? Даже те люди, которые учатся, яркий пример, исламский вуз, в котором я преподавал и учил арабский язык, Абу-Нур. По договоренности с испанскими властями была группа студентов Абу-Нура, мусульман, исламских студентов, направлена в Испанию для того, чтобы они могли рассказать о своей учебе, рассказать об исламе, и испанцы могли с ним познакомиться. Они не знали, в какую страну они едут. Они даже не удосужились прочитать, что есть Испания. Какой там сегодня режим, какая власть, какие настроения среди людей, какая история у Испании. Они приехали вслепую, и полным крахом завершилась их миссия по ознакомлению испанского общества с азами ислама и вообще с красотой исламской цивилизации. Это при том, что Испания 800 лет была мусульманской страной. 800 лет светочем, украшением исламской цивилизации. Этих свидетельств невежества огромное количество. Я не буду говорить, что в этом виноваты только сами мусульмане. В этом виноваты в том числе и режимы, которые правят. Режимы не заинтересованы в повышении уровня образования мусульман. Потому что они понимают, как только в диктаторском режиме появляется образованная прослойка, она сразу начинает задавать вопросы, она ставит под сомнение сложившийся порядок вещей. Неграмотность – это основной ресурс диктаторских режимов. И не только на Ближнем Востоке, пожалуйста, у нас на просторах СНГ таких примеров тоже много. В Средней Азии, пожалуйста, в Закавказье. Еще один фактор. Я был в шоке, когда приехал в Дамаск. Все дома многоэтажные, все дома частные, вплоть до последнего курятника, утыканы спутниковыми тарелками. И они смотрят там не BBC, не Discovery, они смотрят не National Geographic и даже не Аль Джазиру. Они дают детям по 50 лир, иди погуляй на улице, и смотрят порно-каналы. Есть свидетельство, что эти спутниковые тарелки целенаправленно, по заниженным ценам, загонялись на рынке ближневосточных стран для того, чтобы отвлечь людей от реальных дел. И огромную роль в этом играет в том числе государство Израиль, которое тратит огромные ресурсы на нейтрализацию угрозы своему существованию со стороны 400-миллионного арабского массива. Еще один фактор – это, конечно, умение недругов мусульманских народов играть чувствами и играть процессами, которые вызревают внутри мусульманского общества. Я очень много с молодыми ребятами говорю, я говорю, к сожалению, мы все люди односложного мышления. Мы думаем только вперед, ну или там в какую-то другую сторону, только в одном направлении, только на 2-3 шага вперед максимум, в лучшем случае. В худшем случае мы вообще не думаем никак. Сначала делаем, потом осознаем, что мы сделали. А вокруг нас сегодня сложились сообщества, государства, режимы,
которые просчитывают свою стратегию на 70 лет вперед. В 20 разных сценариях. Яркий пример. Пентагон ежегодно пишет около сотни глобальных сценариев развития современного мира именно в военно-политическом отношении. И многие из них в течение года переписываются с учетом произошедших каких-то глобальных трансформаций. Как говорил Гейдар Джемаль, мусульмане ничего не планируют наперед, хотя другие планируют лет на 20, на 70 вперед. Ничего не планируют мусульмане, и потом очень сильно удивляются, когда с нами что-то происходит. Все по воле Всевышнего. Все по воле Всевышнего. Но при этом то, что с нами происходит, уже давно просчитано, спрогнозировано и предсказано окружающими нас странами. Чтобы сразу избежать в том, что мы пытаемся заглянуть в будущее, которое ведомо Всевышнему, я скажу, мы не угадываем будущее. Мы занимаемся прогнозами на основе объективных процессов. Тем же самым занимался пророк Мухаммад, мир ему благословенный. Он прогнозировал поведение курайшитов и загодя готовил какие-то страховочные ситуации. Яркий пример, когда он бежал из Мекки, он знал, где будут искать его курайшиты, он спрогнозировал их поведение, он положил вместо себя своего брата Али, да будет доволен им Всевышний, ну и так далее, и так далее. Готовил пути отступления. Этого ничего нет в мусульманском мире. Яркий пример, опять-таки, арабо-израильская война. В одной из арабо-израильских войн, когда против Израиля выступила коалиция арабских стран, Ирак, Сирия, Иордания, по-моему, Египет, больше 400 самолетов арабской коалиции были уничтожены в первый час войны. Больше 400 самолетов. Из них 395 были уничтожены на земле израильской авиации. Они даже взлететь не успели. И когда эту победу комментировал командующий ВВС Израиля Мордехай Худ, он сказал: мы планировали эту операцию 16 лет. Мы планировали ее 16 лет, мы строили макеты, рисовали карты, разрушали их, засыпали на них и снова строили. Вот основные причины отсталости исламского мира. Да, и учитывая, что за нас ситуацию просчитывают наперед, на долгие годы вперед, учитывая односложность нашего мышления, только на 1-2 шага вперед, просчитать наше поведение на раз-два ничего сложного не составляет. Также просчитывается поведение тех или иных группировок в исламском мире. Что с ними будет происходить, куда они повернут, каких они выберут союзников. Я не говорю, что они создаются американскими спецслужбами или израильскими спецслужбами. Я говорю о том, что достаточно создать коридор возможностей, просто арсенал открыли, или просто ослабили центральную власть, или просто там создали новые возможности. Понятно, куда хлынет арабская улица, понятно, куда хлынет эта масса, набирающая градус радикализации. Страшно вот это, унизительно вот это, когда ты понимаешь, что вся твоя жизнь сконструирована, спроектирована, как называют хозяевами дискурса. Я когда, по-моему, школьником был, я читал фантастический рассказ, где человечество вдруг осознало, вы знаете, что когда мы разводим пчел, они не знают, что мы их разводим. Они вообще не знают о нашем существовании. У них нет органов, которые воспринимают человека. Они живут своей жизнью. У них там матки, у них там, значит, рабочие пчелы, у них там добыча меда. Они куда-то вдруг переезжают, непонятно каким образом, да, с пасеки на пасеку. Но они не знают о нашем существовании. Они живут своей полноценной пчелиной жизнью. Так вот, в фантастическом рассказе рассказывалось о том, что человечество вдруг прозрело и осознало, что их разводит некая инопланетная цивилизация, как мы разводим пчел. Мы их не видим, но они нас разводят. Мы сейчас, мусульмане, в такой ситуации. Я сейчас не буду говорить за Россию, я не буду говорить за страны Запада, где все-таки у мусульман политическое сознание более развито, где мы, там, уровень образования высокий, мы можем принимать самостоятельные решения, просчитывать самостоятельные сценарии, я говорю про Ближний Восток.
где уровень образования в странах таких как Йемен, таких как Сирия, Египет, Судан, Сомали, он просто ниже плинтуса. Разводить как пчел эти огромные пространства ничего не стоит. Еще один пример, опять-таки, из сирийской практики моей. Началась война в Южном Ливане. Израиль бомбил ливанские деревни, ливанские города. И это была памятная война, потому что Хезболла фактически разгромила передовые части, выстояла там и изгнала израильскую армию из Южного Ливана. В это время во всей Сирии шла возгонка джихадизма под контролем государства. Понятно, что сирийский режим был антиизраильский, шла возгонка джихадизма. Не стесняясь, откровенно говорили о джихаде, хотя до этого это запретная тема была. Параллельно с этим показывали советские фильмы о войне. Для меня это несочетаемые вещи вообще. Я смотрел телевизор, значит, идет фильм «Завтра была война». Кто видел, советская классика, шикарный фильм о повзрослевших школьниках, которые оказались солдатами, да, вот, переступив школьный порог. Идет на русском языке фильм с арабскими субтитрами. Идет возгонка как бы военно-патриотического такого духа сирийского. В мечетях идет возгонка джихада. Даже в тех мечетях, в которых мы молились, студенты, значит, с санкцией государства, значит, восходит на минбар имам и начинает там проклинать Израиль, там джихад, наши предки, Салахуддин, там Аллаху Акбар и так далее. После этого разыгрывается театральная постановка. Но для меня-то это была театральная постановка. Я видел, как это все готовилось. Значит, уже на выходе из мечети стоят вот такие камеры телевизионные. Откуда-то, значит, вырывается израильский флаг. И со свойственной арабам экзальтацией, электризацией самих себя, самовозгонкой начинает этот флаг рвать в клочья. Он не рвется, он не илоновый. Они выходят из себя. Ну, как бы картинка не получается, да, для телевидения. Они в сердцах бросают его на землю, начинают его топтать там в припрыжку и скандировать антиизраильские частушки и поговорки, которые в мусульманском мире распространены. Я не буду их цитировать, чтобы не прослыть, значит, распространителям экстрима здесь. Потом этот флаг поджигается, и вот эта картинка сочно выдается в эфир. То есть джихадизация сознания идет под полным контролем сирийского режима, сирийского мухабарата. В тот момент, когда начинается война в Ираке, естественно, в народе тоже поднимается возмущение, люди выходят на митинги, раздаются робкие призывы к джихаду. Режим не запрещает. Полный вперед. За джихад, Аллаху Акбар. Более того, режим подгоняет автобусы. Всех, кто на джихад, садимся, едем. Всех посадили в автобусы, открыли границы с Ираком, отправили через границу, и границу закрыли для их возвращения. В надежде, что они все там слягут. То же самое произошло и с ИГИЛ, когда все западные страны вот так вот смотрели сквозь пальцы на массовый отъезд своих граждан в ряды ИГ. Я убежден, что реализовывалась глобальная западная задумка по тому, чтобы собрать всех, значит, все горячие головы в одном месте и разом решить эту проблему. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Но мне очень больно от степени манипулируемости и управляемости поведением моих единоверцев по всему остальному миру. В Астане завершился первый саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Лидеры стран серьезно обеспокоены технологическим отставанием от западного мира, поэтому предлагают усилить поддержку науки, в том числе и финансовую. По инициативе Анкары, которая председательствует в ОИС, политики обсудили и ситуацию в Мьянме. Моя коллега Надежда Поленко расскажет, как исламский мир намерен форсировать развитие инноваций.
Впервые в истории представители мусульманского мира встретились, чтобы обсудить исключительно научно-технические вопросы. Сегодня инновации уже не просто красивая фраза, а реальность, причем быстро меняющаяся. И в этой сфере многие государства серьезно отстают от развитых стран. Понятно, что прорыв требует большого капитала. Для этого, по мнению главы нашего государства, необходимо использовать возможности Исламского банка. Что касается исламских финансов, особенно мы должны финансировать науку и инновации. В Казахстане после Экспо мы будем создавать Международный финансовый центр Астана. Я призываю вас всех к сотрудничеству в сфере исламского финансирования. В этой связи хотел бы сказать, что есть огромный потенциал у Исламского банка развития. Мы должны развивать аграрную науку, внедрять новые технологии и укреплять продовольственную безопасность. По словам председателя ОИС Реджеп Таипа Эрдогана, на сегодня 55% населения в исламском мире безграмотны, в то время как в странах ОСР на образование выделяется в среднем 5,2% от ВВП. В мусульманских странах эта цифра не дотягивает даже до 1%. Неудивительно, что из таких государств происходит постоянная утечка мозгов, не без сожаления констатировал турецкий лидер. Самые наши успешные дети, самые блестящие мозги уходят в западные страны, работают в западных организациях. Также мы, к сожалению, потребляем, а не производим в сфере информационных технологий. Это делает нас уязвимыми с точки зрения нашей национальной безопасности. Мы исповедуем религию, которая рекомендует нам читать до конца нашей жизни. Исламская цивилизация – это цивилизация науки и знания. Назарбаев же призвал государство ОИС вплотную заняться развитием творческого и инновационного потенциала, создав общий научно-информационный фонд и поощряя поддержку ученых. Для масштабного же продвижения науки в исламском мире президент Казахстана предложил создать аналог G20. Я думаю, что надо создать форум как G20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15. Мы должны развивать отношения между исламской и представителями других религий, поэтому мы должны проводить такие форумы регулярно, заседания которых сближает исламский мир с Западом. Одной из тем повестки первого заседания ОИС стала Мьянма. Вопрос включили по просьбе Анкары, председательствующей в организации. Сегодня притесняемых беженцев принимает Бангладеш. Президент этой страны попросил помощи у мирового сообщества. Я хочу обратиться с призывом к мировому сообществу, в частности, к Организации исламского сотрудничества, помочь нам решить их проблемы и обеспечить, чтобы эти мусульманские общества могли вернуться на свои родные земли, чтобы им были предоставлены права и возможность жить в безопасности и стабильности. В рамках саммита разработан итоговый отчет председателя ОИС по вопросам мусульман Мьянмы. Что касается главной темы, то основными документами стали итоговое коммюнике и Астанинская декларация. Также вручили первую специальную премию ученым в области научных и технологических изысканий. Что касается следующего саммита, то его предложили проводить раз в 3 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже заявил о готовности принять участников в своей стране. Надежда Поленко, Тимур Еркитаев, Алмаз Жулубаев, телеканал Астана.